Ты туда помаши. Модель устала. Продукты, если что.
далеко. Давай язык покажем. Все, доброе утро. Наська мне сказала, что давай доброе утро. Говори, люди хотят тебя видеть. Ох ты, все губы в чернике. Сегодня у нас полный лес черники. Все наше. Да, мы ели отсюда
Не можем отсюда уехать, в общем. Уже день. Уже 3 часа дня, точнее. А мы решили сегодня отдохнуть. Уже со Стокгольма мы едем без отдыха. Вот, поэтому отлеживаемся полдня, потом едем. Ну, погода замечательная. Ая, скажи хей. Вставай. Все, мы встали в таком сосновом бору замечательном. По ягодам еще не смотрели, что тут как. Да уже, честно, наелись. А вот, до Хальмстада города еще где-то 100 километров. Но он сам нам не нужен, нам нужно дальше. Вот, сейчас приготовим ужин. Настя там с Аей разбирают вещи. Отличный день сегодня, отличный, как и все другие. Ох, ребята, ребятушки, о чем бы с вами поговорить, раз уж камера теперь есть у меня. Ну, и раньше была, просто молчала долго. Вот. Ну, наверное, поговорю о насущном, что происходит в интернете, у меня на сайте, в комментариях. Вот. Что-то меня там начали упрекать за то, что, мол, я Россию, извиняюсь за выражение, дерьмом обливаю. Но вот, например, если я называю свинарник свинарником, это считается оскорблением? Вот если я называю вещи своими именами, например. В России все знают проблемы с дорогами, с инфраструктурой города, вообще с комфортной инфраструктурой города. То есть ее нет, фактически ее в городах нет. Вот знаете, вот приезжайте вот в Швецию, и вот без всякого
без всяких левых мыслей. Запад, там, капиталисты, у кого вот это до сих пор коммунистическая пропаганда в головах сидит, вот без нее приезжайте вот в Швецию и просто прогуляйтесь по любому городку. Неважно вообще, ткните на пальцем и посмотрите, как устроены города там. И сравните это вот с нашими городами. Это вообще никакого сравнения нет. Вот извините, я в России, всю Россию практически, много очень городов, от самого запада до самого востока посмотрел. И могу сказать, что все города однотипно одинаковые. В принципе, ничего нового там не увидишь. Ну, могу выделить из тех городов, которые мне понравился, российских, например, это более-менее Екатеринбург мне понравился. Дальневосточные некоторые города, вот Владивосток, набережная такая более-менее, вот, ну, в принципе, ладно, там перечислять можно много, но какие-то свои особенности есть. Вот, но в Швеции, вот, как все устроено для комфортной жизни, для того, чтобы люди просто наслаждались, не ругались на этот асфальт, на дома обшарпанные. Ходишь, и у тебя хорошее настроение, просто потому что тебе все улыбаются, все счастливые. Вот, и поэтому, кто считает, что там я продался там Западу, как мне писали, за что продался, я вообще не понимаю. Просто люди, наверное, хотят, не знают, к чему придраться, и уже начинается Запад. Для меня нет этих понятий, там, Запад, Восток. Побывав в Азии, Азию посмотрел, сейчас смотрю Запад, и я в шоке, конечно, вот именно от того, как Россия на самом деле это просто страна третьего мира. Хотя я ее очень люблю, замечательная природа, но вы сами знаете, в чем проблема России. Вот, поэтому ничего плохого я про Россию не говорю. И болею душой за Россию, за свою родную Россию и Чувашию, конечно же. Вот, сейчас гуляю по лесным дорожкам, где мы остановились. Тут замечательно гулять, такой закатик здесь был. Солнце уже практически село, Настя с Аей там отдыхают. Вот, поэтому я, конечно, буду сравнивать любую сейчас страну с Россией. Но особенно в начале, вот когда заехали в Финляндию, у меня просто зашкаливало, потому что от неожиданности я понимал, что в Европе, в принципе, хорошо, очень жизнь устроена, уровень жизни высокий, но я не представлял, что настолько. А вот Россия и Финляндия — это прям очень сильный контраст. Как заезжаешь в Россию, сразу идут велодорожки. Ну, в общем, это я не знаю, как передать. Вот кто был, тот, может, понимает. Кому-то, может, пофиг. Не знаю. Наверное, те, кто ездят туристическими какими-то маршрутами, автобусами по Европе, они не сильно-то в Европу увидят. Когда ездят по автобанам, там приезжают в город, там погуляют чуть-чуть там с группой. Как-то не особо так почувствуешь. Но можно, конечно, все посмотреть и в таких рамках. Вот, но контраст очень сильный. Поэтому не обижайтесь, друзья, кого я там... Кто обижается, но это ваша проблема, кто обижается. То есть не мои. Я-то в себе уверен. Знаю, что никого не обсираю, никого не оскорбляю. Иначе плевок в Россию — это плевок в собственный огород. Вот. Зачем мне в собственный огород плеваться и кидать камни? Везде хорошо. Главное, с хорошими мыслями и с чистой душой. Вот. И никаких проблем не будет. И везде можно жить. Но, конечно, здесь это эталон, наверное. Вот Швеция — эталон дорог, эталон комфортабельной инфраструктуры. И люди здесь очень хорошо живут, это видно. То есть самые наши, кто там, зажиточные люди, да, там успешные бизнесмены, живут так, как здесь живут, наверное, среднестатистический швед. То есть вот такой примерно уровень. А наши обычные работяги, рабочие люди, которые получают 20-25 тысяч, это, я не знаю, наверное, попрошайки возле магазинов здесь только получают за месяц. Поэтому контраст очень большой, разница очень большая в уровне жизни. Так что не питайте иллюзий про Россию, какая она великая, могучая держава. На самом деле это все надутый фейк в новостях. Ничего такого. То есть какая-то маленькая Швеция
не особо богатый. Нет, земля здесь богатая, здесь леса много, там недра у нее тоже какие-то есть, может быть, на севере. Но несравнимо, конечно, с российскими. И вот и жить в России, как сейчас живет Россия, с такими просто богатствами, это позор на самом деле. Это просто позор. Я больше сказать ничего не могу. И у меня до сих пор, как это новомодное слово, бомбит до сих пор от этого. Я не могу. Я привыкну к этому, конечно, сейчас после Швеции, в Дании. Я уже немножко остужусь. Вот. Вот так вот, так что. О, какой замечательный лес. Еще, кстати, вот тут я оленя видел. Здесь очень много животных вообще в Швеции. В России я вот сколько по сибирским лесам ездил на велосипеде. Там одного кабанчика какого-то увидел. Но кабанов везде можно увидеть. Вот у нас под Чебоксарами они тоже бегают. А здесь очень много оленей. То есть здесь уважительно очень относятся к природе. Не видел ни разу. Ну, просто отношение человека здесь к природе. Мне кажется, у нас в России вот увидел оленя, сразу желание у всех достать ружье и пристрелить его. Здесь такого нет. Здесь, видимо, и контроль очень хороший, но помимо контроля люди сами уважают и любят свою природу. У нас этого нет. То есть у нас все засирают мусором. Все овраги засерены мусором, то есть люди вываливают просто туда. Проблема в чем? Конечно же, и в самих людях, и в том, что они не могут устроить там не то чтобы раздельный сбор мусора, а просто вывоз мусора не могут сделать. А кто во всем виноват, опять же? Опять же, сами же люди. Потому что каждый народ заслуживает своего правителя. Вот. Проблема же в нас самих. Ну, не знаю, у меня лично не хватит совести вот так вывести мусор куда-то в овраг, скинуть его, особенно в Чувашии, где овраги ценятся. Ну, это наше как священное место, вот, и это просто кощунство на самом деле. А здесь мусора практически не увидишь. Идешь по дорогам, по обочинам, ну, практически нет. Бывает иногда валяется, но я не знаю, кто это его выкидывает, может, иммигранты, которых здесь много. Вот. Каждый четвертый, каждый пятый здесь иммигрант. Откуда-то. Или беженец, как их правильно назвать. Кто-то иммигранты, кто-то беженцы. Ну, честно, глядя на Швецию, я бы и сам бы, наверное, стал иммигрантом. Мы бы сами здесь поселились, потому что очень комфортные условия для жизни. И уровень жизни очень высокий. Не обессудьте. Мы свободные люди. Вот, я считаю, что каждый человек имеет право на выбирать место, где ему жить. Вот, неважно, я не считаю, что я чем-то обязан там России. В армии отслужил, долг свой отдал. Хотя я считаю, что долгов у меня никаких перед Россией нет. И вообще служба в армии это нарушение прав человека, потому что тебя выдергивают и буквально лишают свободы на год, да, раньше 2. Вот, поэтому у меня к этому свое отношение. Вот. Поэтому мы свободные люди, где хотим, там и живем. В России нас ничего не держит. Никаких инвестиций, недвижимости, автомобилей у нас нету. Все, что у нас есть, это вот все на велосипедах, и мы едем. Поэтому вот так вот. Это я так излил душу немножко, потому что Настя все-таки говорит, давай общайся со зрителями, а то тебе, ну, скучно смотреть видео. Говорит, ну да, согласен, может быть, для кого-то это скучно, мои вот эти перебивки видео, постоянные смены, но я кайфую от этого, получаю удовольствие именно от процесса съемки. Вот, давайте тогда будем по чуть-чуть общаться. Я, конечно, не знаю, когда я сделаю эту серию еще в Швеции, потому что я еще не выложил заезд наш в Финляндию. Какой прекрасный закат.
Фу, давненько костры не разводил. Это к слову о том, что в Европе костры нельзя жечь. Мы-то найдем место. Ну, Швеция, конечно, это не Германия. В Германии мы еще не были. Но в Швеции можно место найти. Природы здесь много. Фух, сейчас дождичек прошел, весь намок. Стежком сушусь. Настя в палатке сидит, пишет. Мы с ней договорились, что... Не договорились, а решили разделить немножко труд наш в интернете. То есть она будет больше по сайту теперь работать, то есть писать, описывать наши дни. А я больше снимать. И вот общаться с вами. Она говорит, общайся. Люди просят. Ну ладно, говорю. Раз просят, давайте. По сайту, конечно, я и сам могу все это делать. Мне это интересно и писать понравилось. Раньше я не писал. В принципе, можно писать. Ну, ладно, буду говорить.